Глава Башкортостана Ради Хабиров активно поработал на выставке «Агрокомплекс-2022». Она состоялась в Уфе с 22 по 25 марта. Это один из самых масштабных и эффективных отраслевых проектов России. На выставку в Уфу приехало 280 компаний из 31 региона России, Республики Беларусь, представители аграрного бизнеса, ученые. Агроэксперт групп компания. Мен Уфимский филиалның директоры. Мына 15 жыл Шуша республикада эшләйбез. Мына быелгысы елда без 400 миллионлык уже саттык. Калган где-то 400 миллионны кредитовать будем хозяйстволарга. Безнең препаратлар белән шөгендер үстерүчеләр где-то 60-70% нашими препаратами. Да, наши препараты. Наша бетональная группа, никто ничего ни на что не меняет. Поэтому что мы хотим? Мы знаем хозяйствам, что надо сегодня. Сегодня их надо поддержать кредиты, товарным кредитом. Да, это мы сделаем. Вот где-то общей продажи будет нашей компании в Башкирии где-то 700 миллионов, более 700 миллионов. Да. Поэтому мы на это идем. Спасибо за внимание. Да. Чтобы они были с урожаем, а мы остались хорошими партнерами. Обязательно. Да, Кирова Чепец. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Кирова Чепец, региональный директор. У нас и минеральное удобрение есть, и жидкокомплексное удобрение есть, и все средства защиты растений. Это российский завод, построенный на старой территории химзавода, который обеспечивает... Новый завод, да, получается? Это новый завод. Уже новый завод. Он и новый завод. По европейским стандартам у нас собственная лаборатория, собственная регистрация препаратов. В Башкирии очень большую территорию мы охватываем, очень много поставляем сюда своей продукции. А вы продаете, вот сейчас они попали в программу фиксированной цены или нет? Да. Да. Фиксированная цена. Ну, пока так. Мы даже можем ниже фиксированных, если у нас есть перспектива с этим хозяйством. У нас есть еще никто за язык не тянул, я записал. Никаких вопросов. Договорились. Спасибо вам. Тоже наш башкирский отечественный. Здравствуйте. Продолжаем поднимать ситуацию. Вы в Узбекистане, по-моему, ходите? Узбекистан очень хорошо идет. Нормально идет, да? Да. Но сейчас около 15 только новых препаратов зарегистрировано, очень интересно. Вот, кстати, по овощным делам до 3 раз можно урожай поднимать. До 3 раз только с биопрепаратами. Вот кормилица микориза, вот фитоспорин наш знаменитый, вот они вместе работают вообще удивительно. Спасибо. Вот надо как-то нас поднимать. Спасибо. Так приходите, если что, либо на инвест сейчас, либо вот, где мы бываем с вами. Да, конечно. Спасибо. Добрый день. Компания «Щелково Агрохим» – один из ведущих производителей сельхозхимии на рынке России. Помимо сельхозхимии мы производим семена сахарной свеклы российской селекции. Мы единственный на данный момент. Пока единственный, на который мы уже рассчитываем. Единственный производитель, кто обладает своей собственной селекцией. Помимо этого у нас есть и семена быков, представительство в Башкирии. Мы работаем по распространению и продвижению продукции. С семенами мы все решили? Все решили, да? Все решили. Все решили. Поставка организуется, мы уже... На вчерашний день 70% на складах, остальное в дороге. Спасибо. Здравствуйте. Мы работу начали еще с ноября, то есть мы лимит установили заранее. А то, что мы в ноябре аграрии прошли, кредитные комитеты прошли, а у нас как лимит, мы сразу начинаем брать. Другие регионы пока не берут, потому что пока с банком работает, у нас все уже с Алексеем все было готово. Лимит открыли, мы сейчас все забираем. Нам еще надо, конечно. Мы активно работаем. Андрей Викторович, вот наш самый главный партнер. Да, естественно. Да. У вас все спокойно, нормально, мы лимиты есть, вот, то есть мы это. Да, все нормально, во всех программах присутствует. Выдача идет уже сейчас по новым лимитам? Мы почти миллиард уже освоили по вот именно льготным программам. Мы в ноябре начали готовиться, поэтому. С ноября лимит, документы уже собирали, зимой активно отработали, установили лимиты, и сейчас уже реально удобно. Это важно. Так что да, именно понимая, что и погода раньше могла прийти. Все готово. Спасибо за поддержку. Ребята, всем спасибо. Отлично работаете. Спасибо. Здравствуйте. Белорусские производители. Производим уникальные хелатные комплексы в жидкой форме. Готовы предложить их вам в вашей республике.
а также технологии, те, которые у нас есть, новейшие разработки. Вся наша продукция представлена здесь, поэтому, если будет проявлен интерес. А вы первый раз выставились или первый раз, да? Ну, это... Очень приятно было здесь находиться и вот приехали представить. Здорово, здорово. Разрабатываем, конечно. Работаем, да. Ну, комфортно вам здесь? Да, комфортно. Спасибо, все очень. Да. Всего хорошего. Спасибо. Здравствуйте, Сенмесе. Хурматный Радик Аритович, Шалхазович Хурмамед, коллега. Компания Товисорт, город Салават, производитель кремниевых удобрений на базе словацкого катализаторного завода. В 2018 году нашими учеными был разработан агрохимикат, кремнесодержащий агрохимикат. В течение 2 лет мы исследовали полевыми опытами во всех зонах Республики Башкортостан и в 20-25 регионах Российской Федерации. Все исследования показали, что применение агрохимиката Брисфита не просто увеличивает урожайность от 15 до 20%, но и повышает качество. Сколько человек у вас работает на предприятии? На предприятии именно на Товисорт получается порядка 200 человек, да, на производстве. Да, а рядом с катализаторным или нет? Это внутри, прямо на базе, внутри завода. А начали наши аграрии покупать у вас? Да, у нас уже начали наши удобрения уже приобретать. Именно вот мы аграриям говорим, во-первых, вот при применении вот этих наших амиоселитр, карбамид, многие аграрии улетучивают с удобрений. А вот кремний именно оставляет за собой усваиваемость данных удобрений. Намного повышение. Спасибо, Рахмат. Будущий фермер. Серьезно? Да. Молодец. Дай бог вам здоровья. Спасибо, дорогой. Спасибо. Карелия. А что с рукой у тебя? Да, поранился. Здравствуйте. Карелия? Карелия. Да. Завод. Мы вот через центр поддержки привезли продукцию, которую уже представляли в прошлом году. Потихонечку хозяйства привыкают, ваши берут. Это добавки, да? В чистом виде, да, сорбенты. Мы вот надеемся, что мы предложение специальное для Башкир. Немножко шевеление есть какое-то? Отлично вообще. У нас базовый регион получился Башкирия. Карелия, Башкирия, межправительственное соглашение есть. Сейчас хотим специальное предложение сделать, чтобы ребята на селе быстрее решения принимали, потому что сомнения есть, безусловно. Вот будем знакомить. Спасибо большое. Здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте. Мы в Чешмах перерабатываем шелуху подсолнечника маслозавода чешминского. Они вот сжигают шелуху, у них зола образуется. Мы эту золу, отход производства 4-го класса опасности, перерабатываем в гранулы. А эти гранулы на что идут потом? Это удобрение. Удобрение. Органическое удобрение, сертифицированное в Европе под органическое земледелие. Подсолнечник хорошо идет, под сахарную свеклу. Покупают у вас, нет? Да, в Башкирии покупают, по всей России продаем. У вас получается, да? Производственная площадка. Сколько человек работает? 7 человек работает, средняя зарплата 45 тысяч. Недавно начали, наверное. Нет, мы уже 4-й год работаем. Сейчас вот новую площадку в городской области планируем. Очень здорово. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые участники выставки. Компания «Хельсевич Агро» является официальным представителем передровочных заводов «Кубань» и компании «Сока» по продаже семян кукурузы и сои в Республике Башкортостан. Производит более 10 тысяч семян в год. Это как настоящие? Настоящие, да. Литович, компания «Соевый комплекс». В этом году нам исполняется 30 лет. За последние 2 года по заданию Минсельхоза Республики Башкортостан мы ввели в реестр 2 сорта. Переносим непосредственно селекционную программу в Аургазинский район. И совместно с Башгау здесь уже ведем непосредственно селекционный процесс для республики, чтобы иметь здесь сорта сои, так сказать, все полностью закрыть цикл. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот теперь КФХ Хайбарахмана превратилась в агрокомплекс Агилат. На данный момент мы провели как раз ребрендинг. Я хотела вам рассказать о 3 проектах, которые мы сейчас реализуем. Это, в первую очередь, строительство растительной системы на 375 гектарах. На данный момент уже проект сделан и ждем одобрения от экспертов. Да.
Там субсидирование федеральное есть, да? Да, дальше у нас идет проект по цифровизации совместно с Ростелекомом у нас. И третий проект. В прошлом году я вам говорила, что мы начали сеять техническую культуру. В этом году мы уже получили урожай и, получается, уже исследуем возможности получения из технической конопли целлюлозы. Вот. Весенне-полевые работы уже готовимся к полным У вас ходам. 16 тысяч, да, это вот? Да. Крупное хозяйство, да? Да. Спасибо большое. Чешминский молочный. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы у вас были. Да. Как? Чуть-чуть сложности есть, но мы выходим из положения, находим новых поставщиков в упаковке, выводим новые продукты. Масло вот у нас хорошее новое появилось. Вот это масло, да? Да, да. Настоящее, да? Да. Даже... Вы насос питания поставляете, нет? Да, Комбинаты питания, да? питания. А вы школьные Ну, у вас молоко чешмак крупный этот. Самый крупный чешмак, да. А молочная кухня здесь выставлена? Да, тоже будет дальше. Рафаэль, в этом году мы решили сделать упор на малый форм хозяйствования. Полную полку выставили. Вот это Уфимский район у нас кооператив наш. Старый Урал. Это прессованная конина. Да, у нас полностью от поля до прилавка. И растениеводство свое, и поголовье свое. У нас гуси и кони. Чисто башкирские наши деликатесы. Здорово. Да. Тушенку начали в этом году. Благодаря поддержке вот какой. Да. Мясо настоящее. Минсельхоза мы сейчас открываем новый цех большой, примерно 500 квадратных метров. Где-то 10 рабочих новых мест создаем. То есть у нас это подарочные наборы вот такие сейчас начали выпускать. То есть для гостей из республики, кто в республику приезжает. Да, здорово. Спасибо. Здравствуйте. Это Стерлитамакский район. Стерлитамакский район. Целый пул кооперативов по всем направлениям тоже есть. Представлено, это все вот местное. Хоть и крупный промышленный район, Рафаэль, но кооперативы есть, так ведь? Конина, говядина. А где продаете? Мы пока в Стерлитамакском районе и в городе Стерлитамак. А вот в Уфу не вышли еще? Нет, да? еще не вышли. Ну, вот хотите? Сейчас, да, хотим выйти. Нам надо помещение, куда мы могли бы. Завтра у нас будет вторая пленарка, связанная производство ритейла. По вашим поручениям мы завтра с гусем проводим здесь. Весь ритейл сюда собираем. Сами личные подсобные хозяйства выращивают. А мясо свое, да? Да, мясо свое. Ну, вот это я говорю, вот это все живое. Все вот. Натуральное. Вот надо кого сейчас поддерживать. Конечно, конечно. Андрей Викторович, вы уже некоторое время поработали у нас на выставке. А вообще, как у вас складывается, какое впечатление об агропромышленном комплексе Республики Башкортостан? Как говорится, агропромышленный комплекс Республики Башкортостан – это не только выставка, это результаты, которые показывает республика многие годы и традиционно достаточно стабильно обеспечивает производственные показатели не только соответствующего Приволжского округа, но и в целом в стране мы ее чувствуем, вклад республики. Для нас, я говорю, республика – это серьезный игрок на рынке агропромышленного комплекса страны и еще раз, очень серьезный игрок. Поэтому, конечно, нам очень приятно, что Ради Фаридович так внимательно следит за агропромышленным комплексом. Мы видим, что он, в общем-то, так достаточно длительное количество времени своего рабочего посвящает общению с аграриями. Это вселяет оптимизм. Это значит, что действительно аграрии республики не будут, скажем, не услышаны и будут поддержаны на региональном уровне. Это самое важное. В целом рассчитываем на слаженную работу и регионов, и федерального центра, ну и, конечно, на наших аграриях, потому что они на передовой, они, собственно говоря, обеспечивают нашу продовольственную безопасность и в целом стабильность государства. Продовольственной безопасности очень коротко еще не могу не спросить, поскольку рост цен на продукты и наличие продуктов на полках, оно сейчас буквально лихорадит каждый регион Российской Федерации, нас тоже. Вот вы со стороны уже федерального центра как оцениваете ситуацию спроса, повышенного спроса на рынке? Я, знаете, всегда хочу спросить, вы сейчас в чай 10 ложек сахара складываете? Вот. Надо просто понимать, что это вопрос ажиотажа. Мы все это проходили и в 2020 году, помним, да, когда у нас также сметали полки. И надо же понимать, что это длительный процесс. То есть одно дело, на примере того же сахара, вырастить сахарную свеклу, дальше ее переработать, сделать сахар упаковать, довести до распределительного центра. Распредцентр везет дальше в магазин. То есть это все достаточно серьезные логистические цепочки. И в этом смысле есть ритмичная работа. Мы традиционно поставляли определенный объем, который больше не нужен. То есть люди больше потреблять не стали вдруг за одну неделю.
То есть объема у нас в стране достаточно. Мы полностью себя обеспечиваем по основным базовым продуктам. По тому же сахару у нас ничего не изменилось по сравнению с прошлым годом. Просто сейчас вопрос вот этих вот логистических разрывов, ну и этого ажиотажного спроса. Все показывают друг другу фотографии, какие-то видео, еще что-то. Ну, я думаю, неделя, 2-3, и все стабилизируется. И в целом мы будем спокойно смотреть на ситуацию по безопасности. Еще раз, в стране все есть. Самое главное, что мы готовы к посевной. Уже, по сути, начали эту посевную кампанию в южных регионах страны. Планируем увеличить объемы посевов в целом и произвести больше продукции. Вот, к примеру, в того же зерна мы большой объем экспортируем. То есть мы одни из лидеров мировых по экспорту пшеницы. Но что у нас в стране она куда-то пропала? Нет, конечно, она здесь есть. И ничего, что называется, в этом смысле у нас не поменялось. Пойдет ажиотажный спрос, люди успокоятся, и я думаю, что все будет хорошо. И санкции нам, не санкции. Выживем. Слушайте, ну, санкции, вот у нас в 2014 году были санкции, в 2008 году были санкции. Ну что, просто перестроим логистические потоки и будем, скажем так, зарабатывать новые ниши. Ну, будут санкции, значит, займем новые рынки, скажем так, заместим иностранных поставщиков, если они не хотят работать, ну, значит, будем обеспечивать себя сами. Да, какое-то время это потребует перестройки, но ничего страшного. Уверен, что и наши аграрии, и наши производственные сектор экономики тоже ответят на этот вызов. И вот мы сегодня ходили даже здесь по выставке. Многие компании из республики говорят о том, что мы вот уже посмотрели на запчасти, научились что-то делать, что-то заменять, что-то ремонтировать. То есть, ну ничего, как бы я думаю, что бизнес и люди очень быстро среагируют и перестроят свою работу. Спасибо. Будем рассчитывать и на федеральную поддержку. Спасибо огромное. Спасибо. У нас кооператив в 2019 году открылись, грант взяли. С этого они грант получили, так? Да. Мы что, ДГСРТ получил? Нет, ДГП. А, ты ДГП получил, да? ДГПшный, да? А вот наша программа по поддержке перерабатывающей, она работает? Да. Вкусно, нет? Вот люди берут? Да. Почти 10 районов республики возим. Сельский район, Уфимский район возим. Пельмени настоящие, да? Пельмени настоящие, да. Вот. Спасибо. Вот уникальный наш. У нас предприятие называется «Урал». Мы уже знакомы с вами, 3-й раз встречаемся. Переработка глубокая продуктов пчеловодства. Начинается, вот делаем подарочные наборы противоковидные для женщин, для мужчин. Полностью набор уже полностью упакованный. Дальше вот такие вот наборы делаем, вот такие вот травяные, допустим. Каждый человек может взять с собой и применять. Вот, допустим, травяной сбор. Противомикробный, да. Просто растворяет, вот травяной сбор растворяет в стакане воды и 10 дней может применять свободно. У нас сейчас на сегодняшний день 130 наименований продукции. Давай на инве сейчас выставку делаешь полностью. Готовы подойти, поэтому как бы готовы работать. Все, договорились, тогда встречались. Спасибо. Это натуральный квас, это морс. О, квас. Квас называется красноусольский. Вот вы сейчас пробуете как дома. Очень вкусный. Уже готовимся к жаркому лету в хорошем смысле этого слова. Разновидностей морсов очень много. Это полностью идет полуфабрикаты замороженные. И мы выиграли грант по Минсельхозу. Мы уже готовим в апреле месяце. Если, дай бог, придет оборудование с Германии, то у нас полуфабрикаты готовые в замороженном виде. Шокер. Шокер, да. Да, обалденный шокер, вот его ожидаем. Хлеб тоже печете, да? Это красноусольский хлеб, это наша мельница знаменитая. А это вот не тот, где у вас, да, вот и вкусный хлеб. Это мы. Здесь у нас представлены на конкурс 2 вида этих хлебов и, конечно же, наша выпечка. А вот я хотел спросить. По школьному питанию у нас полностью полуфабрикаты. Это имеется овощная, котлеты, эти фрикадельки, тефтели, все, на все получено СГР. Я когда у вас был, вы там, по-моему, новый цех делали. Вот, он запустился. Все запустили, да? Запустили. Вот из него вот эта вся продукция, это именно с этого цеха. Да. Сегодня как раз на круглом столе попросили меня рассказать на эту нашу тему. Спасибо. Вам спасибо большое. Квас очень вкусный, кстати. Спасибо. Настоящий. Да. Все свое, все родное. Здравствуйте. Байлар. Бұл ат иті. Өзіміздің ат иті, өзіміз атлар тұтабыз. Мысы бізден тона иті. Біздің азырақ шушқа иті де бар, и біздің тауық иттері де бар. Біз попробуем.
А как продаете? Пока у себя продаем. Ну, нет проблем со сбытом? Нет. Сейчас Улетает, да? Получили, да. И будем реализовать на наши районные органы. А это вот этот... Бушпик. Шпик Зелень, блин, бушпик, не, блин, сормысак, блин. Маса свинина, домашний узел. Это как это называется? Она же как называется? Смалец. Да, смалец, да. Рафарович, это Белорецкий район подключился, там тоже начали создание? Мы вот только открылись, нам несколько дней всего лишь нашего кооператива. Это Белорецкий район, деревня Ахмерова. Пельмени прям красивые. Чесночком, да, пошел? Да. Все домашнее. Спасибо. Рафарович, вкусно? Очень. Это конское. Здравствуйте. У нас Белорецкий район дорога копченый, все натуральное, без химии, без жидкого дыма. Работаем с фермерским хозяйством Белорецкого и Пчелинского района. Без добавок, без ничего. В тушенке только мясо, соль, перец, без всяких, без загустителей. А где продаете? Белорецкая, наверное, Белорецк, да? на своих Ну, на Уфу не вышли еще? Ну, или у вас объемов нету, наверное, да? Нет, мы выходим, пытаемся, начали посещать ярмарки. Попробуйте, пожалуйста, колбаски. Это конина. Принимаете заказы? Конечно, принимаем, если нам это... Очень вкусно. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Вот мы проанализировали. Мы зерна производим полно, мясо, молоко мы вообще вторые. Да. Но посмотрели, значит, статистику. Мы по количеству продукции питания находимся в округе Приволжском на 6-м месте. Над нами Пенза, над нами, ну, вот небольшие, ну, меньше нас регионы. За 1 год, за 2 года мы сейчас 5-е, по-моему, да, стали. Да, что мы сейчас сделали? Вот прям занимаемся. Ну, денег не хватает. Мы приняли программу перерабатывающей промышленности. Туда заложили пока всего лишь там 50 миллионов. Мы через какие? Мы через субсидии даем, да? Или мы, значит, любые варианты, что они хотят делать. Могут купить оборудование 50% субсидии. Как да. Значит, могут в лизинг пойти. Вот если бы была какая-то федеральная немножко, вот такие фонды поддержать, мы прям это... Вот видите, все есть, вот это на тиражах. Мы все... Башкортостан самый большой по населению, самый большим, наверное, валовым там производством и так далее. Мы 5-е место всего лишь в округе. Да. Вот добавленная стоимость. Да, вот эту нишу мы потеряли. Здравствуйте. Вот особо хотел остановиться. Здравствуйте. Вот это наша гордость. Нигде в России этого больше нет. У нас молочная кухня, мы обеспечиваем 25 тысяч бесплатно. Что интересно, она была сперва как муниципальная в Уфе, то есть проводили. Вот это просто, ну, супер все вот, для детей. Технологии производства, все очень внимательно. Но мы создали 7 заводов, построили вот за 3 года. Вот в Башкирии так везде, ну, чтобы география. Сети распределительных, чтобы людям удобно. Сколько у вас? 140, представляете, распределительных. Все, мы всю республику вот кормим настоящим хорошим. Потом, что еще хорошо, они сами, вот часть она на бесплатно идет, а часть они начали продавать. Вот сейчас они хотят построить большой молочно-перерабатывающий завод. Ну, сейчас понятно все эти дела. Вот. Но вот это особый вот пример. Это... За 3 года? За 3 года. За 3 года с нуля. Нету вообще, я говорю, в России нет. Мы возродили вот это, то, что называется, молочную кухню. Супер. И что важно еще, вот эта продукция, она на столах, детишки приходят, у него на столе в школе вот это стоит. Они, может быть, там кашу не сидят, но вот это съедают. Да. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо. Гульдерский район, Сайфудинов, глава КФХ. Благодаря вот Министерству сельского хозяйства получил государственную поддержку в программе «Начинающий фермер». Это в 2020 году. Сейчас построил тепличный комплекс полностью по голландской технологии. У нас созданы все условия для роста развития растений. Это капельный полив, освещение. У нас метод приспускания на высокой шпалере. И на сегодняшний, в том году я еще расширил комплекс. А сколько? Было 0,15, сейчас 0,25, сейчас в апреле у нас 1 гектар строится уже. Это вот ваши планы, да? Да, планы. Я до 25 года, вот, иншаллах, хочу построить самый большой комплекс. Земля есть? Да, есть, все есть. Улетает, нет? Вообще улетает. Улетает, да? Сейчас, удачи. спасибо.
Здравствуйте. Да, Можно здравствуйте. с вами? Вот мы Да. производим вот такую уникальную продукцию. Очень вкусно. В Мелюзе, да, толкан. Уже... А это вот, мешаете толкан? Да, Ага, да. Вы хотите попробовать? Давайте. Да, пожалуйста. Это чистенькое, все нормальное. Я, знаете, с вами уже давно хотела сфоткаться. Давайте. Да, сколько лет. С 9-го года уже производим нашу продукцию. У нас несколько фракций по очистке проходит, зерно потом идет на мойку. Потом мы ее проращиваем, она проклюнется чуть-чуть, миллиметр. А где у вас, Мелюз. Мелюзе, да? Да, Мелюзе. Актирман компания. Сколько человек работает? 11 человек 11 работает. человек, да? Да. У вас своя площадка там получается, да? Да. А вот этот толкан как делают? Крупорушка как-то или как она? Или там... У нас как бы мельничное оборудование. Как мельница? Да, она, вот я говорю, с мойкой. Очищается, потом моется, и потом проращиваем мы его. Вот это вот получается, вот эти вот, да. ее нужно в воде или... Да. Нет, вот так вот. Вот так, сметана или ряженка? Да. Спасибо большое. Райтфрич, такое изобилие всего, Да, я прям душа радуется, честное слово. но вот на полках-то у нас не все есть. Меры поддержки нужны, либо логистика, либо что? Ну, вот мы же говорили, что производя в валовом объеме огромное количество зерна, мяса, молока, наша республика по количеству произведенной продукции, то есть следующие переделы, мы находимся по ФО всего лишь на 6-м месте. Уже на 5-м. Да, сейчас вот за 2 года мы поднялись на 5-е. Я поставил цель первую, вот такая ближайшая. Мы должны в тройке по ФО быть, конечно. Вот. Но поэтому что сделали? Мы увидели, что перерабатывающая промышленность, она нуждается в поддержке. Поэтому мы отдельную программу, как помните, мы делали программу для легкой промышленности, сейчас мы сделали программу для именно перерабатывающих. В бюджете мы заложили пока сумму совсем небольшую, 50 миллионов раздадим. Мы сразу, он покупает оборудование, например, мясорубка для пельменей, мы им 50% возмещаем. Да? Поэтому вот эти 50 миллионов сейчас мы все раскидаем и будем дальше добавлять. Вот надежда на эту программу. Поэтому вот это одна из самых, если говорить о проблемах. Это вот прям проблема. Но мы ее будем решать. Спасибо огромное. Уважаемый Андрей Викторович, очень рады, во-первых, вас приветствовать здесь. И видите, мы такую, несмотря на всевозможные сложности, мы наши темпы развития не останавливаем. Вот сегодня выставка, вы обратили внимание, сельское хозяйство развивается. Мы себе вообще поставили цель, если так кратко говорить, модернизировать сельское хозяйство. У нас, причем такой в короткой перспективе, и мы подчеркиваем, эти цифры все сами за себя говорят, что мы очень много покупаем техники, конечно. Если нам в этот сложный период удастся вот этот тренд не потерять хотя бы, да, хотеть, конечно, больше покупать, я думаю, тогда у нас будет большое будущее. Значит, Андрей Викторович, что хотели просить? Вот несколько вопросов здесь есть. Ильшат Ильич более подробно будет. Значит, это льготные краткосрочные кредиты. У нас сегодня 750 миллионов выделено, значит, мы сейчас максимально все выбираем, понимаешь, это ликвидность для наших предприятий. Другой возможности где-то получить деньги нету, как только льготный кредит. Это до 5%, 20% Минсельхоз России закрывает за счет наших предприятий. Поэтому мы, значит, я думаю, выберем и, конечно, обратимся дополнительно. У вас сейчас какой лимит выборка? Сейчас 750, значит, 60% мы уже выбираем. 60. Ну, надо тут с банком, во-первых, я хочу, во-первых, отдельно сказать, подход правильный, когда идет формирование кредитного портфеля еще в ноябре предыдущего года, то есть часть идет еще под лимит прошлого года, и в этом смысле, конечно, нам проще взять на сопровождение уже взятые кредитные обязательства. Значит, по лимитам сейчас в целом, вы знаете, что на уровне правительства выделено 2 таких серьезных решения по кредитам. Первое – это 25 миллиардов на краткие, лимиты у региона есть. Значит, пока исходим из того, что есть, посмотрим, значит, по итогам выборки по лимитам, если будет необходимо по уборочной, чтобы там какие-то решения принимать. Но это отдельно посмотрим. Второе решение было принято совсем недавно. Это по системообразующим, еще 26 миллиардов рублей. Там кредиты подороже, там 10%, не 5%.
Но все-таки с учетом текущей ставки тоже, в общем, достаточно серьезное подспорье. Можно в этом смысле системообразующими поработать. У вас там порядка 13 или 15? 18 предприятий, наша система образующая, это, значит, отдельно сейчас работаем, там 10%, ну, надеюсь, что наши предприятия, они берут и аграриям раздают на весенние полевые работы. Значит, по технике. 21 год, на 12 миллиардов техники мы взяли. Вот. Наша субсидия на 21 год 1,6, так получается? Ну, больше там что-то. Уже больше, да? За 2020 год мы с селянами рассчитались. Что хотели, значит, предложить? Ну, конечно, вот мы предлагаем... Еще Первый, конечно, по Росагролизингу. Да, мы сегодня на 2 миллиарда подали. Конечно, значит, проблема, не вся техника, конечно, приходит. Понятно, что в этой ситуации нам бы включить то, что мы сегодня, коллеги, смотрели, китайскую технику. Все, что есть, надо включить, мне кажется. И упростить сертификацию. По сертификации тут вообще без вопросов. Денис Валентинович, все поручения, что называется, даны. Здесь, в общем, в ручном режиме, если есть какая-то конкретно ваша история, да, готовы через Романа Владимировича донести до наших коллег в Минпромторге, чтобы в ручном режиме, что называется, провели. А вот нельзя вот Росагролизинг, чтобы покупали не только там технику, там уборочную, но покупали станки, технологическое оборудование? Можно. Мы инициировали и с помощью Министерства сельского хозяйства нас поддержало, в прошлом году внесли изменения в постановление правительства 1135. И у нас есть возможность по льготной ставке финансировать поставку станков. Сельхозтоваропроизводителей только? Нет, сфера АПК, куда входят в том числе дилеры, обслуживающие предприятия, кто занимается ремонтом техники. Все это хорошо. Да. Еще один важный момент. У них появилась возможность у Росагролизинга по большому счету заниматься проектным финансированием. То есть они могут инвестиционный проект под ключ финансировать. Так, по удобрениям. По удобрениям выбираем лимиты, но эти лимиты у нас закончатся 1 июня. Просьба продлить до 1 декабря этого года. По удобрениям в целом, значит, ну, мы уже видим определенные проблемы, условно говоря, в целом работы с нашими заводными производителями, поэтому однозначно будет план с 1 июля, и мы будем настаивать на том, чтобы контрактовать, в том числе и отгружать минудобрения уже в этом году под урожай следующего года, чтобы у нас там такого напряжения, как в этом году, не было. Поэтому однозначно будет лимитирование продолжено, будет совместный план также с Минпромторгом, и также мы будем фиксировать цены, потому что же важно, что мы не просто там объемы, мы и цены зафиксируем. Поэтому в целом с коллегами договорились, что у нас будет также лимит и по объемам, и по цене, также мы будем продлевать и на следующем. У нас осенью должна была быть Апимондия, международное проведение, но поскольку оргкомитет принял решение проводить, вот мы хотели выйти с предложением, что провести все-таки, потому что мы готовимся, Апимир. Ну и всех собрать медовиков, там какая-то часть международного присутствия, безусловно, будет, поэтому если вот министерство поддержит. Сохраняется план. План, да. Есть, да. Давайте проведем его. Хорошее мероприятие. Конец августа, начало сентября. Сентября делаем, да. Тогда все, в этой части договорились, а так мы проведем на очень высоком уровне. Так, по экспорту сахара что? Ну, вчера все-таки решение принято, что сахар и зерно пока не экспортируем, потому что сахара недостаточно. Вчера Виктория Валерьевна вела по сахару решение такие, первое, никому не ограничивать. Дальше цена устроит всех 85 рублей. Вот вчера сказали вот такой вариант. Это вот только вчера было вечером Виктория Валерьевна Абрамченко. Можно нас тоже, как бы хочется пару слов тоже сказать, просьбу. Значит, во-первых, отдельное спасибо, конечно, за такое внимание к аграриям. Значит, что касается наших вопросов, там у нас проект по картофелю стартует с следующего года. Вот, поэтому здесь, конечно, надо посмотреть. По картофелю, мне кажется, есть потенциал для внутреннего производства, и прорабатываем возможность также выделения дополнительных средств на поддержку на корма. Видим, что сейчас белковая составляющая растет, поэтому, вот, как в прошлом году, порядка 10,6 миллиардов рублей. В декабре мы освоили, мы третий в России по количеству полученных денег. Поэтому мы вот эти деньги тоже рассчитываем во второй половине года довести, чтобы, ну, уже посмотрим, какая будет цена, там более будет понятно, да, вот это тоже будет важное решение. По Росагролизингу компания в целом очень позитивно от коммуникации с регионом. Важно же, что не только выкладка идет, но и обслуживание, поэтому здесь, конечно, будем просить Павла Николаевича и в целом компанию обратить особое внимание на регион, потому как действительно видим, что здесь комплексный такой подход.
Конечно, такие регионы однозначно нужно поддерживать. Я бы еще добавил немного о том, что у нас нет сегодня ограничений, какую технику поставлять, отечественную или импортную. Конечно, отечественная поставляется на наиболее выгодных условиях с точки зрения ставки, но в то же время мы понимаем, что наша задача – это техномодернизация сферы агропромышленного комплекса, поэтому мы в том числе поставляем и импортную технику. Ставка чуть-чуть дороже, но она комфортная и она намного дешевле, чем сегодня есть на рынке. Поэтому, как говорил ранее, мы ставки не меняем, мы условия свои ни в коем случае тоже менять не будем. Мы понимаем, что надо поставить свое надежное плечо аграриям, поэтому наши условия все те же, от 3% удорожания, от 0% аванс и 8 лет максимальный срок лизинга. Здорово. Саня, спасибо. Спасибо. Вам удачи тогда. Спасибо за поддержку. Спасибо большое. Ратвич, еще один вопрос уже после вашего совещания с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации относительно импортозамещения. Ведь у нас этот вопрос становится все острее. Это ключевой вопрос вообще. Ключевой вопрос. Но вот сегодня я с такой большой радостью посмотрел наше предприятие. Мы все-таки наши мелкие такие небольшие ремонтные предприятия всегда старались поддерживать и держать на плаву. Они такие живучие сами, и вот сами, ну что началось? Они начали делать агрегаты импортные, уже начали это делать. Поэтому какую-то часть мы уже делаем. Но это, конечно, за 1-2 дня не делается. Но, во-первых, по технике, видите, тут полно белорусской техники. Мы с ними давно уже работаем. Значит, на рынок приходит китайская техника. Пока не знаем, какая она, но по мере необходимости тоже по мере использования будем. Вот, поэтому, да, эта задача нам понятна, мы ей занимаемся. Спасибо. Спасибо.